Все мы знаем, что татары вторые по численности народ в Российской Федерации. Нас порядка 5 миллионов, а так по всему миру 8 миллионов татар проживают. Для того, чтобы поддерживать соотечественников, был создан Всемирный конгресс татар. Понятно, для всех Казань, Татарстан является исторической родиной. И вот благодаря Всемирному конгрессу татар мы поддерживаем всех татар, оказываем помощь, поощряем, поддерживаем. И эта работа уже ведется в течение последних 25 лет, именно через Конгресс. И многие татары, особенно те, которые хотели бы работать в части, так скажем, поддержки именно наших соотечественников, объединяются в автономии в Российской Федерации, за пределами России, в диаспоре. И Челябинская область здесь не исключение, учитывая, что здесь проживает порядка 250 тысяч татар, и они третьи по численности при Волжском федеральном, здесь уже Уральский, и при Волжском федеральном округе. Здесь они тоже объединены в автономии. Нам очень приятно, что Лена Рафикова, будучи председателем нашей автономии, ведет очень большую работу, и работа она всегда выстроена с властью областной, городской и районами. Мы всегда видим поддержку, понимание, но в то же время в марте 2017 года в составе Всемирного конгресса татар были определенные структурные изменения, был создан Национальный совет, и я, будучи заместителем премьер-министра, был избран по предложению нашего президента, председателем Национального совета. И вот мы здесь сегодня приехали для того, чтобы встретиться со всеми руководителями наших автономий Уральского федерального округа. Вчера по прибытию сюда, в Челябинскую область, мы уже посетили нашу школу имени героя Мусы Джалиля и пообщались с директором, школьниками, педагогами. Они много предложений высказали, но в то же время и пожелания. А вот во время сегодняшней встречи уже наши руководители, помимо информационного повода, будут иметь прямиком задавать вопросы, выдвигать свои предложения. И вот эта форма круглого стола, мы его сейчас только внедряем. Вчера это было в Новосибирской области по Сибирскому федеральному округу. В ближайшее время будет по Дальневосточному Хабаровску. Это уже некий, с одной стороны, вроде как бы аудит, а с другой стороны, это предложение из наших общественных организаций для улучшения работы Всемирного конгресса татар и улучшения взаимодействия с властями и субъектов федерации, но и в то же время Татарстана. Вот основная цель визита и сегодняшней работы. Чем дальше от Татарстана, конечно, вопрос в первую очередь от языка. А языка как сохранить, потому что если народ теряет язык, теряет культуру, практически этого народа уже можно вычеркивать постепенно из реестра народности. Вот чтобы такого не было, мы бы не хотели, чтобы наш татарский язык превращался в язык кухни, да, и государственная доля их поддержки должна быть. Классы, группы в образовательных учреждениях, группы в яслях, в дошкольных учреждениях — это особенно важно. И это роль государства. Сегодня это гарантировано федеральным законом о том, что любой родитель, ученик, заявляя свою национальность, имеет право потребовать, попросить, чтобы он учился на своем языке. Это сегодня дается. И вот, конечно, вот этот вопрос становится всегда первым. И даже когда родители хотят и изъявляются, появляется проблема по педсоставу. Их надо готовить, их надо направлять. Чем дальше от Татарстана, тем сложнее. Это первая составляющая. Второй, конечно, это культура, потому что и татары, и русские, и другие, это народ и поет, и танцует, одевается, есть национальная одежда. Это тоже должно проходить через наших специалистов. И опять вопрос правильного песнопения, правильных танцев, подбор, так скажем, композиций, костюмов становится тоже одним из таких серьезных проблем, и эти вопросы поднимаем. Но остальные все уже текущие по финансированию, по месту офиса, возможность достучаться до власти. Она уже где-то очень хорошо, где-то на начальном этапе, а где-то еще эти вопросы поднимать перед руководителями территории.